Здравствуйте! Доброе утро! Сегодня вторник, 13 марта. Мы желаем вам доброго весеннего утра. Светлана Звонарева и Влад Портнов снова на ваших экранах, а значит, будем обсуждать интересные темы, будем говорить и о серьезных вещах. Конечно, даже несмотря на то, что длинные выходные закончились, это не повод не наслаждаться жизнью и быть в унынии. Оставайтесь с нами, все самое интересное впереди. Особо важен и необходим. Кому показан и как принимать витамин D. Очередной рецепт в кулинарную копилку. Как приготовить хрустящие картофельные шарики из пюре. Мужская рубашка в женском гардеробе. Как носить и с чем сочетать. Так получилось, что в 13-й день весны в России нет абсолютно никаких праздников. А вот в Таиланде празднуют... Что ты думаешь? Ну, День слона, конечно. Что еще можно праздновать в Таиланде? Ну, а в Америке День Плутона. В Канаде отмечают гражданский праздник. Ну, а мы сегодня решили начать программу с одновременно сложной, но и очень важной темы. Быть или не быть беременности после 40. В последнее время в обществе прослеживается такая тенденция. Все чаще женщины, перешагнувшие 40-летний рубеж, стремятся стать мамами. Возможно, для этого есть и объективные причины. По данным Всемирной организации здравоохранения, молодой сейчас считается женщина до 45 лет. К беременности готовиться надо в любом возрасте. То есть в любом случае, когда женщина планирует беременность, нужно провести определенные исследования на инфекции, определить общее соматическое здоровье, потому что когда все эти проблемы начинают появляться во время беременности, решать их гораздо сложнее. Героиня нашего сюжета родила второго ребенка в 41 год. Сейчас ее дочери 2 года. Лариса рассказала, что беременность была нелегкая, прежде всего из-за отношения к ней окружающих. Пришла к генетику, и она как бы сходу почему-то такие какие-то негативные вопросы задавать начала. Вернее, вопросы, может быть, были обычные, но почему-то какой-то негатив со стороны ее слышала. Типа, ага, 40, да? Ну, вы вообще в курсе, что вот ко мне посылают 40-летних для того, чтобы им сказать, ну, куда вот вы рожаете? Я говорю, ну, вот вы видите, я ж нормальный человек. Ну, как бы вот, ну, я знаю, сколько мне лет. Ну, наверное, я понимаю. Чего вы ругаетесь-то? И как резюме, когда она писала в компьютере, она такая говорит, ой, да нормально у вас все. Честно говоря, знаете, я тоже в 38 лет родила, все у меня хорошо. Она вспоминает, что во время этой беременности чувствовала себя намного лучше, чем когда вынашивала старшую дочь. Зрелая беременность – особое время, утверждает Лариса. Это время, когда ты никуда не спешишь, а осознанно наслаждаешься каждым моментом будущего материнства. Из-за того, что долгожданная беременность, возраст, который говорит, слушай, пусть весь мир подождет. Ну, как-то ты вот набираешься такого жизненного опыта, когда приоритеты, может быть, умеешь расставлять. Маруся родилась без каких-либо осложнений и растет совершенно здоровым ребенком. Сейчас она активно познает окружающий мир, а Лариса, в свою очередь, открывает новые грани воспитания. Она счастлива каждый день вместе с дочерью узнавать что-то новое и неизведанное. Я счастливый человек просто потому, что я живу, просто потому, что я каждое утро просыпаюсь живая, здоровая. У меня есть муж, который меня очень любит, который очень помогает в воспитании дочери. По данным Всемирной организации здравоохранения, репродуктивным считается возраст женщины до 45 лет. Теоретически она может забеременеть и родить до наступления менопаузы, то есть примерно до 50 лет. Но в этот период вероятность стать мамой намного ниже, чем в более раннем возрасте. Нужно не бояться, не слушать, скажем так, какие-то обывательские мнения. Единственное, что это нужно понимать, что все-таки эта беременность особая, она, как мы говорим, высокой степени риска, и к ней нужно так относиться не в плане того, что бояться беременеть или вынашивать беременность, просто должно быть грамотное сопровождение врачей, грамотное поведение женщины. Сколько и когда рожать детей, каждая женщина решает сама. Но относиться к этому надо очень серьезно. Необходимо пройти обследование у специалистов перед тем, как планировать любую беременность. Но особенно это важно, когда вам далеко не 20.
Ну что ж, мы продолжаем тему. У нас в студии первый гость Леонид Голованов, врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Леонид Аркадьевич, здравствуйте, доброе утро. С добрым утром. Здравствуйте. Здравствуйте. Леонид Аркадьевич, существует ли в медицинской науке такой термин «идеальный возраст для беременности», ну и, соответственно, для родов? Ну, акушерство наука не точная, если говорить о, как бы сказать, европеоидной расе, как наш, так сказать, то идеальный возраст условный, и пропустить психологические моменты, готовность там, и так далее, то это где-то в районе 18-20 лет начала и официально где-то так до 27. Дальше мы пишем диагноз первородящее во столько-то лет. Да. А почему тогда возрастных беременных пациенток отправляют на консультацию на генетикам? Как так получается? Дополнительные обследования рекомендованы. Здесь не только генетики, специальный у нас есть скрининг, УЗИ делается, смотрим кровь на возможные риски. Генетический фильтр как бы слабеет с возрастом, считается, и есть риск, что может беременность, которая бы воспринялась как патологическая и самопроизвольно прервалась на маленьком сроке, то есть там 2-3 недели, как самопроизвольно это самое. Вот. Может сохраниться и развиться, то есть уже какие-то пороки, там, хромосомные, внутренние органы там, и так далее. Так, ну, есть... поподробнее на эту тему, какие проблемы могут быть со здоровьем у ребенка? Не хочется, конечно, про это говорить, но тем не менее. Родившихся у взрослых мам, скажем. Абсолютной гарантии вот эти обследования, конечно, никогда 100% не бывает, но сейчас есть и дополнительные системы, значит, это вот Пренетикс, Генетикс, УЗИ и все прочее, то есть риски как бы минимальные, если правильно обследоваться. Вот. А так, конечно, да, это связано и возможный риск плацентарной недостаточности, это мы смотрим уже, когда скрининг делаем, есть риск хромосомных отклонений, не только вот на трисомию там и все это, а там все возможные, вот, сейчас в лабораториях делают. И, ну, конечно, да, различные органы системы, сердце, почки, желудок, там, мозг и прочее, прочее, это все ну, тут повышается с возрастом, вот, поэтому дополнительно обследуется. А возрастная беременность, это вот считается, допустим, первородящая, когда мама, ну, вот за 40, или когда уже у нее, может быть, впереди 3 детей, или сколько-то, это, она... скорее терминологически это самое. Вот после 28 лет все пишем первородящее в таком-то... Если, например, несколько родов уже было, и она к 40, там, скольки-то, там, ну, к 50, это уж очень редко. Вот. Такой диагноз уже официально не существует. То есть мы не пишем повторно родящее в таком-то возрасте. Здесь вопрос вот как раз именно в этих рисках. То есть как бы по способу родоразрешения тоже здесь индивидуально. Вот. То есть возраст – это приоритетно в плане вот рисков, а не количество родов. Да. Как-то отличается ведение беременности, собственно, сам процесс родов в 20 лет и в 35-40? Ну, вообще планировать беременность желательно так, чтобы вот пришла уже с беременностью. Но если все идеально, шикарно, то, конечно, в идеале обследование до того, как забеременеть. Да, это раз. Это для всех. Вот. Ну, дополнительное обследование просто необходимо. Если возраст, так сказать, уже там за 30, за 40, то, естественно, есть определенные программы, это все отработано без проблем. То есть дополнительные какие-то моменты. Вот. И, так что, да, чуть-чуть более объемные исследования, и все. А поздние роды, вот есть какой-то предел возрастной? Вы имеете в виду может быть, возраст, да. Не срок? Может, в вашей практике, может быть, вот самое... Ну, тут как скажем так, взрослая мама. Ну, вот курьезный момент, да, и это самое. Работал девушка, значит, несколько неудачных ЭКО, вот, бросила все, уехала куда-то отдыхать, смена климата, все, значит, ну и как-то забыла, решила, что, ну, значит, не судьба, да, сложно. Нет, действительно, психологически расслабилась. Да, в этом что-то есть. Психофизиологию у нас в мединституте не преподают, но усилием воли можно, видимо, как-то и здесь. Вот, значит,
Не здесь она обследовалась, все где-то там, значит, приехала чуть ли не из-за рубежа, обследовалась, там куча всего. Ну так вот, решила, что 47 лет не соврать, решила, что, значит, это самое, месячных задержка, климакс, ну и ладно, думает, вот. А потом почувствовала шевеление. Вот на этом интересном месте мы прервемся. Да, 47 лет, запомнили, почувствовали шевеление какое-то. После рекламы узнаем, чем же закончилась эта история, и зададим еще пару вопросов. Оставайтесь на ТНВ. Леонид Голованов у нас в гостях, врач-акушер-гинеколог. Мы тут рассказывали историю интересную историю. Да, самые возрастные роды. Мы остановились на том, что в 47 лет дама случайно, поехала отдыхать. Да. И что-то не то почувствовала. То есть забыла обо всем, решила, ну не судьба, так не судьба. И значит, и вот вроде и месячные прекратились, решила, что здесь что-то гормональное. Вот, и вдруг на тебе почувствовала шевеление. УЗИ, все, там беременность маточная, все отлично. Ну, то есть срок уже такой, за 20 недель. Ничего себе. Такое бывает, да, то есть шевеление, не, ну, когда как. Вот, доносила, ну, учитывая возраст, ну, то есть нет такого вот, там, например, ЭКО, значит, кесарево, или возраст, значит, кесарево, но все-таки вот как бы, ну, предложили, значит, вот, написала письменный добровольно информированный отказ от предложенной операции, шикарно родила, все сама родила, ну, то есть в акушерском плане там все было замечательно, я имею в виду, ну, там, таз, все, то есть расположение плода, как положено, все идеально, вот вообще идеально. Началось потихонечку, воды на полном, значит, отлично, родила, все, на грудь пошел, на 4-й день домой. Как, то есть тут не просчитаешь. Но это исключение из правил, вот такие вот роды естественным образом, скажем, знаете, как вот обычно когда бывает? только началось у нас вот возможность помогать, вот ЭКО, да, пошли, возможность контроля и вынашивания, то есть сейчас медицина, конечно, гигантский шаг, это огромный плюс. Вот. А когда все начиналось, слово ЭКО это равно кесарево. Сейчас, ну или там возраст, все, на всякий случай, сейчас такого нет. То есть... Ну, кстати, да, про кесарево сечение, возрастная беременность. Как лучше решать вопрос? Вы знаете, вот здесь уже когда рожаем, наверное, да? Способ родоразрешения здесь очень индивидуально. Без вариантов. Идеальные роды и для малявки, и для мамы. Лучше идеальная операция. Вот. Но тут все степень идеальности оценивается очень индивидуально в каждом конкретном случае. То есть нет так, что вот возраст 40, давай-ка мы тебе кесарево. Предложить должны, объяснить, поговорить, все. Женщина уже принимает решение. Ну, то есть вот история с 47-летней женщиной мне больше нравится. Такой вот счастливый хэппи-энд. Это нельзя ставить, как вот все так будут, вот у меня рожала, значит, и все. Здесь очень индивидуально. Ну, просто я женщинам говорю то, что есть надежда, что не обязательно вот кесарево, это приговор там или что-то. Нет, ну, кесарево это неплохо, плохо его вовремя и правильно не сделать, но если все складывается благополучно, самостоятельные роды совершенно спокойно, тут уже все это просто повнимательнее роды вести, да. Ну и самый главный итог, который подведем под нашим разговором, я думаю, такой. Вовремя обращаться к врачам. Врачи помогут, врачи в любом возрасте. Главная задача, да, правильно вовремя пожаловаться. И то, что за 40 не отчаиваться. Конечно. А есть еще надежда, что чудеса возможны. У меня бабушка, кстати, в 51 год родила ребенка. Ну, замечательно. Леонид, спасибо большое вам за интересный разговор. Спасибо. Желаем здоровья вам, вашим пациентам. Беременным? Пациентам. Спасибо большое. Мы сейчас от темы научной перейдем к околонаучной. Гороскоп у нас на очереди. Светлана, начинайте. Итак, овны. Энергию у вас хоть отбавляй, не снижайте выбранного накануне темпа, и вы успеете сделать очень многое. Трудности, которые сегодня приходится преодолевать, имеют скорее психологическую природу. В этот день тельцов ждут внешние преграды и препятствия. Многие представители знака будут испытывать внутреннее напряжение. Вот после темы про беременность, да, особо актуально. Однако в конечном итоге все закончится хорошо. Близнецы, сегодня излишнее самомнение может толкнуть вас на опасный путь. Будьте осторожны и постарайтесь просчитать все до мелочей, особенно приступая к новым делам. Раки, спокойной жизни звезды вам не обещают. Вас ждут стрессовые ситуации, ссоры, срывы планов, без видимых причин. Постарайтесь сохранить... Что? Деньги и спокойствие, конечно же. Лев, гороскоп предсказывает вам тяжелый день. Остается лишь смириться с возникшими неприятными ситуациями и с оптимизмом смотреть в будущее. Ну, в общем-то, как всегда, надеемся на лучшее. Да. Дева, рассудительность и дотошность, свойственные вам от природы, сегодня вам будут не самой сильной стороной. Постарайтесь поменьше анализировать и критиковать. Действуйте оперативно и решительно. Ну, а мы продолжаем. И сейчас в нашей программе постоянная рубрика о здоровье.
Зима закончилась, и солнце радует своим теплом. Но вот витамина D в организме к концу холодов стало катастрофически мало. А он так нужен. Благодаря витамину D происходит регуляция минерального обмена в организме. Он важнее, чем белки, жиры и углеводы. Потому что вот соли и вода, они поддерживают баланс. Они являются как регуляторами. Можно запастись витамином D летом. В нашей средней полосе нормального лета и нормальных прогулок с открытыми руками и ногами достаточно, чтобы накопить необходимое количество витамина D. Но зимой его запасы иссякают в течение 3 дней. Помочь может путешествие в теплые края на неделю, месяц, а лучше на всю зиму. Не просто уехать на юг, там обязательно надо организовать свою жизнь, а именно организовать отдых. Бассейн, море, чередование солнца, питание адекватное. От 25 до 45 лет для этого возраста это примерно 12 дней на юге. При хорошем потенциале здоровья на 6 лет хватит. Вот только витамина D на 6 лет накопить не удастся. Но все-таки восстановленный под жарким солнцем организм будет еще долго синтезировать его самостоятельно. Что же делать тем, кто не может зимой ездить на юг? Попытаться заменить витамин D от солнца на витамин из продуктов. Суточная норма 100 миллиграмма. Но для ее восполнения придется съесть 50 яиц или 4 килограмма печени. Достаточно будет и 28 банок сардин и 4 килограммов скумбрии. Или выпивать в день по 5 литров молока или йогурта. А вот лосося хватит всего 400 граммов. Абсурдно? Да. Гораздо реальнее употреблять рыбий жир. Важно и просто сбалансированное питание. Организм найдет, как этот витамин достать D из продуктов, яйца, сливочного масла, там жировых продуктов, какие-то сметаны и так далее, которые обязательно надо будет на второй день сопроводить рыбными продуктами, а потом обязательно молочные продукты через сутки, потому что тот же самый фосфор выкинется, витамин D не будет работать, либо нужен еще кальций в достаточно большом количестве. А лучше прийти к общему балансу витамина D. Должно присутствовать и то, и другое. И потребление продуктов, содержащих витамин D, и пребывание под солнцем. Таким образом, чтобы был баланс. Вывод 1. Пережить холода здоровым можно, если после каждого сытного обеда гулять на свежем воздухе. Хотя бы полчаса. Ведь даже скрытое под пеленой серых облаков солнце, пусть и меньше, но продолжает дарить нам драгоценные лучи, а значит и здоровье. Здравствуйте, мы продолжаем нашу программу и теперь поговорим о еде. Точнее, говорить будем не мы, а наши эксперты, малыши. Внимание! Мы расскажем про еду! Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням! Еда бывает холодная и горячая. Горячей едой можно согреться после улицы. Это теплый чай или теплый суп. Холодным мороженым можно есть только летом, потому что летом жарище. Еще бывает еда для животных. Она невкусная для человека, потому что она лежит на земле. А если ты очень голодный, ты можешь съесть весь холодильник. Взрослые говорят, что есть надо, чтобы расти. Но бывает еда любимой и нелюбимой. Любимую еду я съедаю за 1 минуту, а нелюбимую за 40 минут по маленькой ложечке. И все думают, что я не хочуха, а на самом деле это еда не моя. Еда – это макароны, фрукты и овощи. Но есть нужно немножко, чтобы не вырос живот и не болел. А я больше всего люблю пельмени и могу съесть и 100 маленьких пельменей, и 1 огромную пельменину. Людям нужно есть для здоровья, чтобы не болеть. В еде много витаминов, как в таблетках. А сладкое есть вредно, хотя оно и вкусное. А то можно растолстеть, заболеть и умереть. А сладкое пусть только едят бандиты.
Ничего себе. Ну, такие дела, да. Есть хорошие новости для людей, у которых есть проблемы с сердцем. Пациенты с позитивным взглядом на свою болезнь и перспективы выздоровления реже попадают в больницу с приступами боли в груди. Такие данные были получены учеными, сотрудничающими с отделениями кардиологии медицинских центров при университете Дьюка и Колумбийском университете США. Ну, исследователи проанализировали истории болезни более 2000 пациентов с хронической стенокардией, синдромом, для которого характерны боли, ну, собственно, за грудиной. Из них совершенно не сомневаются в своем полном излечении 33%. Умеренными оптимистами являются 42%, а пессимистично смотрят на свои перспективы всего лишь 5%. Ну, всего-то это не так много. Анализ собранных данных показал, что в сравнении с пессимистами у оптимистов не столь часто случались приступы стенокардии. Они на 30-40% реже попадали в больницу и подвергались операциям. Ну что, какой вывод сделаем? Ну, улыбаемся и радуемся жизни? Да, тем более, что верим в лучшее. Дальше мы посмотрим очередной сюжет про счастливого человека. Внимание! Как же, наверное, приятно приехать в город, в котором прошла твоя юность, с которым связаны самые яркие моменты жизни. Оксана Николаева 24 года назад окончила Казанское театральное училище. Я помню, как я работала Снегурочкой еще в старом здании. Вот через 24 года я приехала сюда, в кукольный театр. Это неописуемо, это, конечно, в первую очередь красиво, дорого, богато, шик и блеск. Это... Думаю, что маленьким зрителям здесь очень уютно. Оксана счастлива, что ее мастерами были Людмила Дьяченко, Рустам Фаткулин, Лариса Пушкина. Они обучали ее азам актерской профессии, и во многом благодаря им она смогла реализовать себя как актриса и режиссер. Полноценной актрисой не получается работать, надо много внимания уделять собственным детям, и я устроилась работать с детьми. Я ставлю детские спектакли в Доме творчества. Это тоже такой пласт своеобразный. И, конечно, я благодарна прежде всего Казанскому театральному училищу, который научил меня профессии. Конечно же, первым делом Оксана решила посетить театр кукол. Когда-то еще студенткой она много раз выступала на этой сцене. Сейчас она сама помогает детям раскрыть актерский талант и реализовать творческие способности на сцене. Она состоялась как актриса, она состоялась сейчас в Москве как режиссер, то есть имея несколько групп и это получая на многих конкурсах, то есть огромные уже такие призы. У Оксаны большая семья. Супруг Александр работает в театре и помогает воспитывать 5 детей. О своей семье Оксана готова рассказывать часами. Муж мой замечательный человек. Если бы не он, не было бы счастья. А сейчас это просто счастье. Старшей моей доченьке 14 лет. Она поет в составе хора «Весна». Доченька моя вторая, ей 12 лет. Она очень творческий человек и, наверное, будущая актриса. Сыночек 9 лет. Он такой целеустремленный. И, вы знаете, мне кажется, его ждет карьера военного. 5-летний малыш, он мужчинка такой маленький. Ну, а малыш – это наша любовь всей семьи, которую все обожают, любят, целуют и милуют. Встреча с людьми, которые помогли тебе осознать свой путь – это счастье, считает наша героиня. Это как жемчужины, которые она бережет. Доброе утро, и в нашей студии очередной гость Айсылу Хафизова, главный редактор журнала «Идель». Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Айсылу, мы хотим вас поздравить, но пока не совсем знаем с чем. Мы знаем, что вы получили премию «Тюрксой», недавно вернулись из Турции. Расскажите, что это за премия? Премия «Тюрксой» в области СМИ. Она учреждена несколько лет назад, лет 5 назад. И «Тюрксой» вручает эту премию журналистам, которые помогают им освещать события, происходящие в Тюрксой. «Тюрксой» – это очень важная тюркская культурная организация. То есть среди всех тюркоязычных народов, да? Да, угу. да. То есть это вы обошли многие издания, да? Очень много изданий удалось. Да, но теперь уже прям поздравляем вот так вот. Вот теперь точно поздравляем. Спасибо большое, да. Да, какие издания там еще принимали участие? Там были журналисты. Соперники ваши, скажем так. Какие самые сильные были? Это мои коллеги, и мы очень подружились. Это люди из Молдовы,
Казахстана, Киргизии, Башкортостана. Нас почему-то с башкиркой всегда вместе держали, как брат российских журналистов. Но были еще журналисты из Сербии. Но в основном это были турки, конечно. Вот. Я задумался, а в Молдове, Молдова как Молдова, это Гагаузия, это да, тюркский народ. Да. Ну, смотрите, вопрос есть такой еще один. Сейчас 21 век, век интернета. Нужен ли читателю литературный журнал? Да, когда много источников других вот информации. Да, я об этом тоже часто думаю, потому что вот моя дочь, это как раз 16+, это вот как раз... Вы на ней тестируете? Я на ней тестирую, но, к сожалению, пока она почему-то вот к бумаге относится с недоверием, ей важно вот в интернете все это черпать, и поэтому мы сейчас активно осваиваем интернет. И социальные сети, и YouTube. Мы завели свой YouTube-канал. В общем, мы пытаемся вот оттуда добраться до нашей целевой аудитории. Айсулу, вы сейчас нас поймете, как никто другой. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после чего продолжим. Оставайтесь на канале ТНВ. Главный редактор журнала «Идель» Айсулу Хафизова у нас в гостях. Мы продолжаем разговор. Айсулу, ваш журнал изменился. Насколько, как и почему? И за сколько лет? Вот я хочу еще уточнить. Да, сколько вашему журналу? В будущем году журналу исполняется 30 лет. За это время обложка менялась раз 10, а то и больше. Но мы не стали менять дизайн обложки, мы изменили его концепцию, потому что мы решили на обложку журнала ставить наших современников, соотечественников, молодых, вот, динамичных, ну, то есть вести прямой диалог с читателем. Ну да, вот в частности, здесь, наверное, вот даже можно, да, показать? Да, у нас в декабрьском номере, я пришла вот как раз делая декабрьский номер, здесь Нурбек Батулла, он отметился как раз в теме номера, это языки, татарский язык, он отметился в спектакле «Алиф», об исчезнувших буквах татарского языка. И, собственно говоря, у нас с героем каждого номера идет интервью. Да. В номере мы его раскрываем, показываем. Скажем, вот февральский номер посвящен путешествиям, и у нас есть известный тревел-блогер, которого зовут Райхан Халитов. Его историю узнали многие из-за того, что он потерпел аварию, он попал в аварию в Индии, и, в общем, президент Татарстана его помог спасать. В общем, вот сейчас мы рассказали о том, как он сегодня живет. А январский номер у нас был посвящен кинематографу, и мы вывели на обложку Юсуфа Бекчентаева. Он маленьким мальчиком снимался в фильме «Куктау». И о том, вот, что стало с татарским Буратино сейчас, мы вот решили рассказать. Вот мартовский номер мы не видим. Да. Свеженький. Смотри, значит, декабрь мужчина на обложке, январь мужчина, февраль мужчина. Тенденция, март хотя бы. Давайте угадаем, кто будет. Женский. Нет. Чисто женский. Мужчина тоже на обложке будет. Почему так? Вот, к сожалению, так получилось. Я, честно говоря, не задумывалась. Действительно, очень много мужчин. У нас будут женщины, я обещаю. Но дело в том, что вот мы решили, что женщина, она смотрит на мужчину, она зависит от него. Мужчина – это наше вот… Все. Да, наше все. И поэтому, естественно, мы посвятили номер не просто мужчинам, а еще и казанскому феномену, который мы не так давно пережили. Вот ваше поколение, возможно, уже не попало вот в эту страшную историю, а мы это все в себе еще несем. То есть это будет серьезный номер? Это номер и серьезный, и такой, да. Вот. Еще я хотела бы отметить, что у нас в каждом номере, помимо героя обложки, еще присутствует эксперт по теме, которую мы выбираем. И в теме мартовского номера на обложке у нас человек, который в 16 лет как раз попал в гущу событий, которые изменили его жизнь трагическим образом, на самом деле. Он был по ту сторону баррикад. И эксперт у нас по эту сторону баррикад. Это человек, первый пресс-секретарь МВД Татарстана, который помогал бороться с преступностью в те годы. Ну, серьезные темы, это, да, будем ждать. Это интересно, это интересно, важно. Но вопрос такой, есть ли у вас кулинарная тема в журнале? Нет. Молодежь. Нет? Вот возьмите на заметку. Да, вот у нас есть. Прямо сейчас вместе с вами посмотрим сюжет на кулинарную тему. Картофельные кто? Шарики. Шарики. У нас прямо сейчас, внимание. Для приготовления оригинальных шариков с начинкой истолките в пюре 600 граммов отварного картофеля.
Добавьте 2 столовые ложки муки, соль, перец, сушеный укроп, прибавьте 2 яйца и тщательно перемешайте. Положите жареную ветчину. 150 граммов твердого сыра нарежьте кубиками. В лепешку из пюре положите кусочек сыра, сформируйте шарик и обваляйте его в сухарях. Обжарьте в масле со всех сторон. Приятного аппетита! Итак, встречайте, в семействе Барби вновь пополнение. На этот раз популярная кукла вышла в образе известной мексиканской художницы Фриды Кало. Ну, правда, вскоре она подверглась критике, а все из-за отсутствия фирменных, широких, сросшихся, кого? Бровей. Бровей, которыми была знаменита художница. Да и одежда куклы, говорят скептики, далека от этнических костюмов Фриды. Ну, продолжим также модными советами. На этот раз о том, как стильно носить рубашку. Здравствуйте! С вами рубрика «В стиле» и ваш модный эксперт Селина Софиуллина. Говорят, одежды много не бывает, и я с этим согласна, но частично. Как все-таки хорошо, когда в гардеробе есть одна вещь, которая сочетается со многими другими. Вот, например, рубашка. С помощью нее можно составить различные образы в самых разных стильных решениях. Посмотрим? Самое стильное сочетание – это свитер, кардиган, кофта с рубашкой. Если раньше с таким верхом смотрелись лишь короткие плессированные юбки или брюки прямого фасона, то сейчас это могут быть абсолютно разные юбки и брюки. На нашем примере вы видите модное сочетание – белая рубашка, кофта с своеобразным вырезом и юбка асимметричного кроя с запахом. Весь этот образ в классическом стиле подойдет для офиса или для культурного отдыха. Базовая белая рубашка легко освежает весь образ и подходит абсолютно всем. Существует множество вариантов женских образов с белой рубашкой и другими вещами гардероба. Она именно та вещь, которая уберет акцент себя и переместит на другую вещь в вашем образе. На нашем примере вы видите стиль бохо-шик, ковбойский. Отличительной особенностью данного образа считается бахрома. Именно бахрома любого размера и любой длины заполонила все модные показы. Белая рубашка украсит женщину любого возраста и типа фигуры. Это базовая вещь гардероба, которая может служить вам почти бесконечно. Белая рубашка безупречно смотрится с черным низом. Но если вы не хотите походить на школьницу с последнего звонка, попробуйте вниз подобрать что-нибудь контрастное по стилю. Например, это могут быть кожаные штаны или трендовые брюки самого модного оттенка этой весны – осенний клен. Также вниз подойдут джинсы абсолютно любого фасона. Выбирайте, исходя из типа вашей фигуры. Модельный ряд белых рубашек бесконечен. Именно благодаря такой универсальной вещи вы сможете составлять множество различных комплектов в любой стилистике. Но напоминаем, что базовый фасон белой рубашки лишен декоративных элементов. С вами была я, Селина Софиуллина, и помните, быть в стиле – это просто. Мы продолжаем говорить о красоте. В нашей студии Динара Даутова, дизайнер. Динара, доброе утро. Здравствуйте. Красота. Динара, можно я буду говорить? Все, пожалуйста, я оставляю тебе на 3 минуты. Что это такое? Я вижу, что это прекрасные короны. Вообще, как это вот ваше, я бы сказала, творчество вообще называется? В вашем мире модном. Ну, это все украшения ручной работы, относятся к бижутерии. Ну, ничего себе, такая бижутерия. Вы давно этим занимаетесь? Около 4 лет я делаю короны, а вообще украшения начала делать еще в детстве, делая различные колечки, браслеты, сережки. Затем уже начала работать с другими материалами, то есть не только с бусинами, полимерная глина, натуральные камни, потихоньку. А из глины, то есть тоже украшения какие-то мастерите? Из глины я делала цветочные украшения, да. То есть это что, как...
Это броши, может быть? Нет, я вот из глины лепится. Я в основном лепила кулоны, то есть я начинала с кулонов, с сережек, с колечек также. Потом я плавно перешла к бусинкам, к натуральным камням и стразам. Но мы правильно понимаем, что это такое хобби и увлечение, да? Да, верно. Насколько это... Востребовано, популярно? Востребовано, популярно, насколько это затратно и для в тренде. себя. То есть, я так предполагаю, многие мамы, находящиеся в декрете, или просто девушки, может быть, бабушки, хотят чем-то занять себя. Насколько это доступно? Да. На данный момент короны, как вы сказали, в тренде. Очень многим нравятся мои работы, я этому очень рада. Затратно, могу сказать, да, то, что затратно, потому что покупать нужно хорошие материалы, качественные, чтобы получилась хорошая, достойная работа. Вот какая здесь у вас самая сложная, и на которую ушло больше всего, может быть, и сил, и времени, ну и материала? Ну, давай угадаем с одного раза. Да. Конечно же, это самая моя высокая корона. Ее высота 10,5 сантиметров. На нее у меня ушло около 10 дней. Всего лишь? Но это не так много. Не учитывая время доставки фурнитуры для нее. То есть фурнитуру я еще заказываю, рисую эскизы, затем подбираю все это, заказываю материалы необходимые, затем уже приступаю непосредственно к созданию этого украшения. А вот сложно этому научиться? Вот мы, если опять говорим, да, вот о девушках, которые хотят, о тех же молодых мамах, которые дома хотят заниматься чем-то. Знаете... Как вы этому учились? Я этому научилась сама постепенно. С детства? С детства, да, как я уже говорила ранее, украшения я делала с детства и постепенно пришла к таким результатам. Училась сама, не знаю кому как, но мне процесс доставляет огромное удовольствие. Ой, а какое нам удовольствие, особенно мне доставляет ваш процесс, на него даже посмотреть. Можно мне вот эту вот корону? Ну мерей. Почувствуй себя королевишной. Выдрузи на меня корону. Вот, чтобы Мисс Вселенная 2019. Сама себя назначила. Да, Светлана Звонарева. Нет, она немного... Великовато? Чуть подальше набить. Тяжела шапка Мономаха? Вот как? Да, вот отлично. Хорошо. Мне идет? Очень красиво. Динар, спасибо вам большое. Вы делаете наш мир чуточку лучше. Я чувствую себя королевой. Друзья, я думаю, это отличная идея для того, чтобы вечером не сидеть грустно, смотреть кино, а делать что-то полезное, делать своими руками. Короны. Динара Даутова нам показывает отличный пример. Спасибо большое. Сейчас мы узнаем, что происходит в Казани интересного и куда сегодня в этой короне можно пойти. Да. Всем привет! Сегодня 13 марта и вновь с вами я, Камила Хакимуллина. Будьте внимательны, ведь сейчас начнется рассказ о самых интересных событиях, которые пройдут в Казани сегодня. Смотрим! «Гора влюбленных». Повесть-поэма Ильдара Юзеева расскажет о целой эпохе людей, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. История пары, которая решила скрепить свою любовь клятвой в необыкновенном месте под названием «Гора влюбленных». Простит ли она того, кто нарушит свое обещание? В Казани пройдет гала-концерт международного фестиваля имени Василия Плетнева, в котором примет участие его сын Михаил Плетнев. Знаменитый музыкант будет дирижировать симфоническим оркестром Казанской консерватории. Также состоится мировая премьера его татарской рапсодии, сочинение, которое Михаил Васильевич посвятил отцу. Интересный намечается вечер, но на этом еще не все, ведь в нашей рубрике «Выбор большой». Советую вам убедиться в этом в следующих сюжетах. Мастер-класс «Пушистая акварель». Это техника послойного выкладывания цветной овечьей шерсти. Не используя кисточек, красок и воды, вы создадите теплую, мягкую и очень уютную картину. Это великолепная возможность выразить свое внутреннее «я», справиться с душевным напряжением и творчески раскрыться. Улетные танцы. Сюжет спектакля прост. Трое людей, найденные по объявлению и мало знающие друг друга, организовывают активный отдых для компании известных людей. Вскоре они становятся перед выбором – потерять свое «я» или обрести свободу. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока.
Спасибо, Камиле. У нее тоже, кстати, есть корона. Ну, мы попрощались с Камилой, но сейчас же к нам присоединяется Даниил Кинджаев, который расскажет про погоду. Даниил, привет. Рассказывай, как дела? Слышишь нас? Привет, ребят! Всем здрасте, доброе утро! Вы только посмотрите, какая с утра пораньше погода. Объявляю, весна пришла. Итак, сегодня 13 марта, и в этот день в старину люди собирали сосновые почки для того, чтобы изготовить из них лекарственные снадобья. О погоде в Казани. Сегодня температура воздуха днем составит минус 11 градусов, а вечером будет минус 10. Но есть еще одна традиция, только сейчас попробуем узнать у этой девушки, умеет ли она петь песни. Вы умеете, девушка, петь песни? Умею. Умеете? А печь калачики? Умею. В общем, мы вас не будем заставлять сегодня печь калачики, но вы нам что-нибудь споете. Гуфа. Гуфа? Нет, не гуфа и не касту. Сегодня принято петь частушки. Спойте нам, пожалуйста, частушки. У вас же это получится хорошо. Сейчас попробуем. Ну-ка, давайте. Их! Заводная! Вставайте, вставайте, давайте, чего улеглись? Ох, я бывала лёдом, лёдом, лёд растаяла я водой. Я бывала с милым рядом, а теперь стороной. Ох, я бывала с милым рядом, а теперь Ну, Даниил, видимо, набрал сосновых почек, судя по тому, какой он веселый и здоровый. Ну вот и музыкальным у нас утро получилось. Мы должны дочитать гороскоп. Внимание, прямо сейчас весы. Сегодня во всем ищите компромиссы. По возможности постарайтесь не начинать важных дел, не вступайте в психологическую войну с окружающими. Следует быть осмотрительной тем скорпионам, которые недавно очутились в незнакомом коллективе. Не исключено, что внутри этого сообщества все не так гладко и безоблачно, как казалось. Стрелец, вдохновение и азарт подкрепите более основательным знакомством с материалом. В течение дня в выбранной вами сфере возможно не только первые победы, но и первые разочарования. Но без этого не обходится. Козерог, сегодня вы способны на многое, но постарайтесь не перетруждаться. Выполняйте лишь самые необходимые действия. Перегрузки поставят ваше здоровье под угрозу, а хорошее самочувствие вам сейчас не помешает. Водолей, этот день располагает к перемещениям и контактам, но дружелюбие не всегда будет спасать общительных водолеев от критики, и не все ваши собеседники будут вежливыми. Рыбы, при неудаче не поддавайтесь соблазну пожалеть себя, что свойственно вам. Судьба вовсе не выбрала вас своей мишенью, просто вы начали действие в неурочное время. Ну и, собственно, друзья, на этом все. Программа наша подходит к концу. Каждый день в 8:10 на ТНВ. Утренняя программа «Здравствуйте». А сегодня с вами были Влад Портнов, Светлана Звонарева. Завтра встретимся в это же время, на этом же месте. А сегодня хорошего дня. Пока-пока. Удачи.